2 месяца ареста. Российский суд в Москве избрал меру пресечения для крымско-татарского бизнесмена и мецената Рисуля Велиляева. Сейчас он находится в московском Лефортово. Официальная версия задержания – в сети его магазинов нашли просроченные продукты, но СИЗО в Лефортово находится в распоряжении ФСБ. Это позволило правозащитникам предположить, что Рисуль Велиляев стал политической жертвой. Просроченные продукты в сети магазинов – это официальная версия Кремля. Сначала ФСБшники устроили обыск в доме крымско-татарского бизнесмена Рисуля Велиляева и его родственников, а также в доме его бизнес-партнера Али Бариева, а затем вывезли в Москву. В результате арест Лефортово на 2 месяца. У незаконно арестованных крымских татар уже есть адвокаты, говорят родственники. По сообщению адвокатов, которые присутствовали на суде и до суда, состояние было нормальное, держался бодро, очень переживал за детей своих, переживал за родственников. Он сам по себе человек очень мужественный, мудрый, и надеемся, что он до конца так будет держаться. Рисуль Велиляев – известный крымско-татарский бизнесмен и меценат. В 2003 году он основал благотворительный фонд имени Бекира Чубанзаде, оказывает помощь школам и больницам, а также культурным и просветительским проектам. Велиляев построил в Белогорске одну из самых красивых в Крыму соборную мечеть. Официальное обвинение Кремля глава Меджлиса Рифат Чубаров назвал абсурдом. Говорит, в первую очередь репрессиям подверглись члены Меджлиса, а затем активисты национального движения и верующие мусульмане. Глава Меджлиса уверен, это запланированный удар по крымско-татарскому народу. Лефортовский изолятор – это учреждение ФСБ. Дошли до категории, которые дают работу сотням, а то и тысячам людям, которые своим развитием дают людям надежду на хорошее будущее. И все это рассчитано на то, чтобы среди крымских татар посеять страх, панику, отчаяние, для того, чтобы заставлять людей покидать Крым. К задержанию Рисуля Велиляева способствовали прислужники кремлевских палачей, говорят в Меджлисе. Среди них делегат Курултая Мурат Язычиев, который обвинил Рисуля Велиляева в спонсировании лидеров крымских татар. Рисуль Велиляев, который на сегодняшний день спонсирует всех этих товарищей, можно сказать в кавычках, лидеров. Мы помним, каким образом они, каждого делегата Курултая из Белогорского района, заставляли голосовать за Чубарова. Они в числе тех, кто, выполняя чью-то команду, сказал «фас». И Мурат Язычиев, и Эльвина Сиитова должны знать о том, что теперь вот этой судьбе непосредственно несут прямую ответственность, и они за это ответят. Рисуль Велиляев – это человек, который, имея материальные достатки, жертвовал на важные общественные и культурные дела, говорит правозащитник Крымсоц Алим Алиев. Он уверен, для оккупантов сохранение национальной идентичности коренного народа в Крыму представляет опасность для Росії. За гнилі помідори не відправляються за такі речі, туди. Бо це тюрма, де шиють політичні справи. Що люди, які є меценатами, які допомагають розвиватись кримстарській культурі і кримстарській ідентичності, для Росії є питанням національної небезпеки. Друга річ – подавити всі активності в Криму, в тому числі меценатські. Третя річ – це просто віджати бізнес в успішного бізнесмена. В Крымсоц говорят, правозащитники вместе с Меджлисом вопрос незаконного ареста крымско-татарских бизнесменов будут поднимать на международном уровне. Эльвина Сидбулаева, Асан Эминов, Назар Тарасенко, Заман, АТР.